как всегда, пролетел незаметно, и ритмы маршей Исаака Дунаевского в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов оркестра «Золотая мелодия» под управлением Львана Корякова снова вернули нам боевое комсомольское настроение. За 100 лет, которые прошли с момента организации Коммунистического союза молодежи, изменилось очень многое. Мир стал другим. И современному человеку трудно понять, какой была бы страна до электрификации, коллективизации и индустриализации. Я боюсь, что современному человеку трудно понять даже смысл этих слов. А ведь они буквально перевернули жизнь нашей страны. Значит, правы были те, кто говорил в пору стремительных перемен. Легенды расскажут, какими мы были. Двадцатые годы над миром летели, разрухой и голод глаза нам глядели, лихие тачанки нас в бой носили, легенды расскажут, какими мы были. Нам счастье досталось из миру молитве, оно из космоса, оно из магниты. Целый космос далекий, все это из нашей истории страны. В огне не горели, в воде не тонули, а время настало, покури, шагнули, нас в песнях воспели и в бронзу были. Легенды расскажут, какими мы были. Нам счастье досталось, весь мир упадите. Оно из космоса, оно из магниты. Целинные земли и космос далекий. Все это из нашей истории строки. Одежды к лицам, от ветра не прячем, сердца проверяем, мы в деле горячим. От прежней мы прячем, родиной стали, легенды расскажут, какими мы стали. Нам счастье досталось не с миру по нитке. Оно из космоса, оно из магнитки. Целинные земли и космос далекий. Все это из нашей истории строки. Целинные земли и космос далекий. Все это из нашей истории строки. Сегодня мы вспоминаем историю комсомола, а история ВЛКСМ – это история борьбы. Комсомольцы всегда были в первых рядах, на самых опасных рубежах, будь то фронт или мирная жизнь. 20-е годы прошлого века стали большим испытанием для всей страны. Для советского государства это было время тревожной молодости. Об этой легендарной эпохе снято немало кинолент. Парадокс заключается в том, что благодаря одному из самых малоизвестных фильмов в фонотеке страны осталась популярная советская песня. Песня о тревожной молодости из кинофильма «По ту сторону» любима у нас в стране и по сей день, и даже считается неофициальным гимном МЧС России. Солнце
Бывает, что вышедший на экраны кинофильм сразу приносит людям песню. Но бывает и так, что песня из фильма медленно внедряется постепенно в течение нескольких лет, входит в жизнь разных людей. Так было и с песней «Комсомольцы-добровольцы». Ее запели через года 2 после выхода кинокартины «Добровольцы». Если песня пишется для фильма, это всегда облегчает и усложняет задачу ее создателей. То, что называется зрительным рядом, помогает усвоению песни. Но в то же время кадр и отвлекает зрителя от музыкального произведения. В фильме «Добровольцы» песню пели на комсомольском собрании в момент высокого душевного подъема. Пели песни под Мадридом советские летчики-добровольцы. Как говорил впоследствии автор слов, поэт Евгений Долматовский, надо было очень осторожно подбирать слова, чтобы они не казались назойливыми. Ведь люди поют о себе. Хорошо над Москвою рекой услыхать соловья на рассвете, только нам по душе не покой. Мы сурового времени дети, комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой, сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти. Поднимайся в небесную высь, опускайся в глубины земные, очень добрый для вырвы есть, верны нити знати Россия. Комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой, сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти. Лучше нету дороги такой, все, что есть, испытаем на свете, чтобы дома над нашей рекой услыхать соловья на рассвете. Комсомольцы, добровольцы, мы нашей верной дружбой, сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти, только так можно счастье найти. Есть такая шутка, что Сибирь после Ермака осваивали только декабристы и комсомольцы. В более новом варианте к ним добавлены еще и китайцы. И как всегда, в каждой шутке мы находим долю истины. Истина скорее в том, что во многом благодаря комсомолу на огромных неосвоенных территориях сибирской тайги в считанные десятилетия выросли большие современные города, и страна получила доступ к недрам Сибири, настоящей сокровищнице земли.
рассыпает рассвет по золоту, и как юность моя беспокойное солнце встает. Впереди у меня непочатое море работы, дорогие друзья, работящий вихрастый народ. Не хочу ни уюта и ни теплой мягкой постели, я хочу разводить у неведомых сопок костры, и хочу я пройти по далеким земным параллелям, возводить города у иной, у моей Ангары. История рождения ВЛКСМ неразрывно связана с революцией. Родившись в жестоких битвах со старым строем, комсомол стал символом новой жизни и самой массовой общественно-политической организацией советской молодежи. Комсомольские песни, оставленные нам в наследство, это гимны поколения, гимны эпохи, которые несут в будущее доброе, светлое, вечное. На исходе октябрьской ночи новый день на рассвете встал. Над землею светло и прочно, мы не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Наша с тобой биография.
легендарная Байкало-Амурская магистраль, БАМ. Наряду с освоением целины, эта историческая стройка является самым большим трудовым подвигом комсомольцев. В тяжелейших условиях, практически выживая, эти люди сшили стальными стежками наши необъятные просторы. История комсомола – это история нашей страны, ее битвы, ее возрождения, ее великие стройки мирного времени. И молодые эстрадные авторы того времени с искренним желанием писали об этом песни. Один из них – Евгений Мартынов, певец и композитор, побывавший с гастролями на всех комсомольских стройках 70-х годов. Выступая в полях под открытым небом, на буровых, в теплушках и бараках, артисты поднимали настроение строителей и первопроходцев, поддерживая в них молодую энергию и дух походной романтики.
Лермонтовой и поэта Николая Добронравова неразрывно связаны с комсомольской организацией. Самые известные песни, посвященные Союзу молодежи, созданы этим авторским дуэтом. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Эти строки стали девизом, а сама песня практически гимном комсомольцев. Прозвучала она и на чрезвычайном 22-м съезде в ЛКСМ 27 сентября 1991 года, где было объявлено, что комсомол выполнил свою историческую роль и прекращает существование. Но все поколения людей, когда-либо связанных с комсомолом, до сих пор любят эту песню. Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Ты даешь что впереди, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. В грядущие дни, как во все времена, недобрым метелем кружится. Родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм беды, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Заветной весны высота не взлета, не надо с дороги не сбиться. Мечта наша гордая, наша мечта, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм беды, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Мы пройдем сквозь шторм беды, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Комсомольские песни. Песни, которые пелись хором, звучали повсюду, на концертах и фестивалях, в агитбригадах и литмонтажах, на туристических слетах и в походах. На полях во время рабочего перерыва, в цехах, заводах и фабрик, в институтах, стройотрядах, школах и в каждой семье за праздничным столом. Сегодня они звучат все реже, но продолжают жить, как и мечты о справедливом и прекрасном мире будущего. В новостях жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжаем с собой, и сердцу тревожно в груди. Ленин такой молодой и юный октябрь впереди.
во все концы. Вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Весной снегопад, мир беден и богат. Знамью на всей планеты наш всемирный стройотряд. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Все в мире меняется снова и снова, но сердце твердит, что на все времена сияют на знамени алом три слова: любовь, комсомол и весна. Отваги колокол в дороге всех, кто молоды. Там карта побед вручена. Отчизне дар останутся рабочей славы станции. Запомните их имена. Любовь, комсомол и весна. Дорога вдаль идущая, наш первый шаг в грядущее, и звезд, и земли целина. Мечты, края безбрежные, твоя улыбка нежная, в душе, что отвагой полна. Любовь,
сердца, и песня учит мужеству, и с нами на все времена. Любовь, комсомол и весна. И с нами на все времена. Любовь, комсомол и весна. Любовь, комсомол и весна. Любовь, комсомол и весна. Дорогие друзья, в сегодняшней концертной программе «Любовь, комсомол, весна», посвященной столетию ВЛКСМ, принимали участие Хор «Виктория» детской школы искусств номер 1, руководитель Юлия Абрамова. старший хор девочек-акварель детской школы искусств номер 2, руководитель Ирина Платонова. Хор старших классов детской школы искусств номер 3, руководитель Ольга Швецова. Мужской квартет Удмуртской государственной филармонии. Академическая хоровая капелла Удмуртской республики, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Андрей Елисеев. Солисты Дмитрий Камалов, Ксения Накорякова, Александр Попов, Юлия Галиханова, Алексей Чучкалов, лауреат всероссийских конкурсов Лилия Третьякова, заслуженный работник культуры Удмуртской республики Сергей Федосеев, заслуженная артистка Удмуртской республики Вероника Пушина, заслуженный артист Удмуртской республики Алексей Городилов, народный артист Удмуртской республики Алексей Хитрин, лауреат международных и всероссийских конкурсов оркестр «Золотая мелодия», художественный руководитель и главный дирижер Лев Накоряков. Дорогие друзья, счастья, добра, мирного неба, ну и, конечно, музыки, но только хорошей. До новых встреч!